aylarda bulmadım. Dünya dizdim, nazlı ciller yüzüm sıypadı. Siva koyt aşkına tuman yağın, kükrəgime şadlık sıymadı. Siva koyt aşkına tuman yağın, kükrəgime şadlık ayrılsam da yaman sulap sine yuksınam sinden başka mima tuğan yağım bu dünyada tırmış yuksınam. Татар халkı өссін, ақыл артсын. Татар халkı. Ayrılsam da yetim kalgan kebek yulamın tiksinigine yaşar maturlığı güzelliği yaptı Вместе, постоянно вместе, с точки зрения там, личного общения, деловых встреч, культурных и больших проектов, которые мы вместе реализуем. И вот это лозунг «Мы вместе» проверяется особенно в трудные минуты, когда страна переживает сложности. По сути дела, находимся в состоянии войны, и такие сильные регионы, как Москва и Татарстан, являются опорой не только оборонно-промышленного комплекса нашей страны, но и экономики. И от того, как мы работаем, как работаем вместе, зависит дорога к победе. Нас объединяет много высокотехнологичных проектов. Например, тот же КАМАЗ разработал для Москвы, и мы вместе производим один из самых лучших в мире электробусов, которые все больше и больше выходят на улицы Москвы, и будет уже в этом году 2000. И это самый большой городской парк электробусов во всей Европе. И это не просто машины, это первоклассные машины, молодцы, хорошо работают. Мы производим электросуда, они речные трамвайчики начали бегать по Москва-реке, надеюсь, москвичам нравится. Вот. Мы предлагаем просто много вещей, покупать их для себя, но как рассчитанные хозяева хочет у себя их делать. Много таких объединяющих проектов. Один из таких объединяющих проектов пока не подошел. Это пример нашей страны Марат Красноли, который вместе растили. Москва и Казань будет скоро ближе. Запустим дорогу Москва-Казань, будет уже расстояние не измеряться не 13 часами, а там 6-7 часов, это уже значительно легче. Вот, надеюсь, что это скоро произойдет. Буквально недавно президент одобрил программу скоростных железных дорог, скоростных магистралей.
которая в перспективе тоже соединит Нижний Новгород и Казань. До Казани уже будет не 6-7 часов, а 2-3 часа. Это, по сути дела, мы друг у друга в пригороде будем. Можно ездить на работу. И мы, конечно, смотрим будущее. Будущее – это наши дети, наши внуки. Того, насколько они будут получать качественное образование, зависит во многом действительно будущее Татарстана и Москвы, и нашей страны. И мы договорились с Павлом Галерьевичем запустить совместный проект создания электронной школы, московская электронная школа. На ее базе создается российская электронная школа, но мы одни из пионеров, впереди, как всегда. Это дает огромные возможности для качественного образования Татарстану, их умение, навыки работать с этими системами сделает московскую электронную школу еще более совершенной, удобной для московских школьников. Такой выгодный, качественный, интересный проект про будущее. И я думаю, что таких проектов можно называть много и много. И во многом, конечно, благодаря тому, что мы с вами вместе. Спасибо, друзья. Спасибо. Hayırlı kеш, qadrli dostlar. Şen ko'ngildan shodlanib Moskvaga kelamiz. Bir ko'rishni o'zi bir unutmamak. Sizni bilan ko'rishuv, butun shodlar. Shahar xo'jaligiga rahmat, Sergey Semyonovich bizga gel oshiq yuzi bilan turib, nendigina proyektni ishlasak-da, barsinda bizga yordam ko'rsatiladi. Bu maktab programmasi, butun programmalar bizning respublika uchun Moskva ul bek eng zo'r bizga ishlarga o'ng'ay region. Ham bunda bizning bek do'stlarimiz turli yerlarda ishlaydilar, bizga respublikaga o'ng'ay yordam etganingiz uchun sizga hammangizga esenlik, sog'lik, uzoq yillar birga olg'a topa borishga nasib bo'lsin. Rahmat sizga. Уважаемый Сергей Семенович, я поприветствовал, здесь, наверное, не только все татарские знают, но я еще плохого не сказал, я сказал. Москва для нас – это стратегический регион, и мы много чему учимся, получаем большую, огромную поддержку образовательную, научную. И, Сергей Семенович, вот вы всегда открыты. Где бы вы ни работали, вы друг нашей республики. И, конечно же, сегодня, вот вы сказали, это большой, огромный проект, электронная школа, которую мы будем на базе ваших наработок запускать республики. Мы искренне благодарны за такую возможность. И у нас очень много таких проектов, и их будет еще больше. Я хотел бы поприветствовать вас сегодня в этом прекрасном зале, поблагодарить, Сергей Семенович, вас, вашу команду за ту возможность, которая создана для наших регионов. И, конечно же, пожелать нашей столице процветания. Вы на самом деле, вы даже, может, не замечаете, мы очень много учимся, много ваших решений воплощаем, и это, на самом деле, это качество жизни. Поэтому с пожеланиями процветания нашей столицы, вам здоровья, успехов, аплодисментами благодарить Москву и руководителей Москвы. Виктор Михайлович, спасибо. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и раис Республики Татарстан Рустам Галерьевич Миникаров подписывают соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Республики Татарстан при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Подписано 24 августа 2023 года в Москве. Спасибо большое.
А сейчас мы переходим к церемонии вручения наград. За активное участие в общественной жизни столицы и большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Республикой Татарстан благодарственным письмом мэра Москвы награждены Заслуженный артист Республики Татарстан Нурлан Александрович Бекмухамбетов. Дина Олеговна Газариева, заместитель генерального директора акционерного общества телерадиокомпании «Новый век» по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти. Татьяна Михайловна Малышева, руководитель музыкальных программ Фонда поддержки искусства «Арт-линия». Эмиль Венерович Файзуллин, заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации. Фанис Маратович Кузин, заместитель председателя местной религиозной организации «Милосердие». Амина Савдатовна Хусаинова, проректор по развитию инфраструктуры финансового университета при правительстве Российской Федерации. Указом Раисы Республики Татарстан за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, вклад в дело охраны здоровья населения, многолетнюю плодотворную научную деятельность и активную общественную работу орденом Дуслат награжден Рамиль Усманович Хабриев, академик Российской академии наук, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко. Очень символично получить орден дружбы именно в этот день, потому что вот залогом тех планов, которые наметили, и то, что гарантирует наше выполнение всех, является наша дружба. За дружбу. За заслуги в обеспечении общественной безопасности, укреплении законности и правопорядка медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан награжден Юрий Николаевич Демидов, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции. за существенный вклад в сохранение и приумножение культурно-духовного наследия Республики Татарстан медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награждена Алевтина Семеновна Белоусова, профессор кафедры вокального искусства и оперной подготовки Московского государственного института музыки имени Шнитке. Не спешите, фотография на память.
За вклад в развитие музыкального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено артисту-вокалисту Александру Мансуровичу Альберту. За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой коммуникации Республики Татарстан» присвоено Дине Зиннуровне Аляутдиновой, пресс-секретарю полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации. награды и вручения. Большое вам спасибо. Спасибо, друзья. Хорошего настроения. Спасибо.